Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие друзья, сегодня у нас будет очень важная тема. Что нужно сделать до прихода месяца Рамазан? Или дела, которые нужно успеть сделать до прихода месяца Рамазан, или нужно сделать в первые дни Рамазана? Если хотите об этом узнать, то оставайтесь с нами. Альхамду лилляхи раббил аламин, вассалату вассаляму аля расулихи карим, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рамазан – это великий гость. Гость, который приходит с подарками. Подарками от Всевышнего Аллаха Тааля. И от того, как мы встретим этого гостя, будет зависеть и благодать, с которой он придет и оставит нам. Поистине, месяц Рамазан желательно встречать уже подготовленными. Во-первых, это молитва, это дуа. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он часто до прихода месяца Рамазан он обращался к Аллаху Тааля с такой просьбой. Аллахумма баллигна шахра Рамадан ва арзукна фихи амалю салих ва кабуль. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, обращался с такой молитвой: «О Аллах Тааля, удостой нас чести достигнуть месяца Рамадан». Или постигнуть месяц Рамазан, то есть увидеть этот месяц. И не просто увидеть, встретить этот месяц, находиться в нем, а заполнить этот месяц амалю салих, добрыми, благими деяниями, чтобы этот месяц изобиловал. Третье, не просто эти благие деяния были в месяц Рамазана, чтобы эти деяния были приняты Всевышним Аллаху Тааля. И они радовали как в этом мире, так и в следующем. Поэтому до прихода месяца Рамазан желательно обратиться ко Всевышнему Аллаху Тааля, чтобы этот месяц был заполнен добрыми, благими деяниями, чтобы мы застали этот месяц, и чтобы эти деяния и благие поступки этого месяца, они приносили счастье и благодать в этом и в следующем мире. Второе действие, которое желательно совершать перед месяцем Рамазан или в первые дни месяца Рамазан, это тоже допустимо, это истигфар, это просить прощения. Знаете, прежде чем пришел гость домой, обычно что делают? Генеральную уборку. Практически все отмывает, чтобы все было чисто, и очищает от всего плохого. То же самое желательно очистить наше сердце, наши намерения, наши деяния. Желательно очиститься от грехов. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: каждый сын Адама ошибается. Куллю бни Адам хатта. Каждый сын Адама ошибается, но лучшие из тех, кто ошибся, они ошиблись, одумались, покаялись и исправили свои ошибки. Поэтому желательно, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, каждый день, будучи пророком даже, он говорил как минимум 70 раз, в хадисе описывается, слова «Астагфируллах, астагфируллаху аллади ла илляха илляху, аль-хайюль кайюм ва атубу илейх». Также есть молитва, которой нас обучил пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, «Саидуль истигфар» называется. Тоже советую перед приходом месяца Рамазан прочитать эту молитву. «Аллахумма анта рабби, ла илляха илля ант, халяктани ва ана абдук». Эта молитва, она длинная. Прочитайте эту молитву, очистите ваше сердце, покайтесь перед Всевышним Аллаху Тааля и встретите гостя, великого, дорогого, ценного гостя под именем Рамазан, который приходит с великими подарками от Всевышнего Аллаха Тааля. Еще одно действие, которое мы должны сделать перед приходом месяца Рамазан или в первых днях этого месяца, это наше намерение, чтобы мы намерились провести этот месяц в посте, в поклонении, в намазах таравих, в чтении Корана, чтобы мы улучшали родственные связи и так далее, и так далее. Мы себе должны постараться наметить план на этот месяц, запланировать и этот план закрепить намерением и попросить у Аллаха Тааля, чтобы эти намерения были приняты, чтобы эти намерения осуществились, иншаллах. Это желательно сделать и сердцем, если есть возможность, словами, закрепить эти наши намерения, наши планы, чтобы этот месяц был намного более благодатным.
есть такой небольшой лайфхак. Если человек вознамерился что-то сделать доброе, но не смог по тем или иным причинам это доброе сделать, то Аллах Та'аля по своей милости запишет этому человеку согласно его намерению. Поэтому, если так случится, что некоторые дни мы не смогли продержать, например, пост из-за своей болезни, или какие-то добрые деяния мы не смогли, намеченные добрые деяния, сделать по независящим от нас причинам, то Аллах Та'аля по своей милости запишет нам, как будто мы это сделали. Поэтому не упустите эту возможность. Также одно из благих действий, которые нужно сделать до прихода месяца Рамазан или сделать в первые дни месяца Рамазан, это изучить фаразы, суннаты поста, то есть основные, главные действия поста, действия, которые портят пост, действия, которые уменьшают благодать, саваб, вознаграждение от Всевышнего в этом посте, чтобы мы заполнили этот месяц благостными, добрыми, благими деяниями, которые будут приняты перед Всевышним Аллахом Та'аля. Потому что иногда есть поступки, которые вроде мы постимся, но мы можем растерять всю благодать нашего поста. Это, знаете, как сходил в магазин, положил все в пакет, а приходишь домой, а пакет оказывается дырявый. Все, что ты купил, все, что ты набрал в магазине, оно выпало. То же самое иногда люди держат пост, но этот пост будет считаться только голоданием и изнурением себя. Почему? Потому что есть некоторые недостатки или некоторые недочеты, по отношению к которым мы были беспечными. То есть мы их не исправляли. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: «Ман сома Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма такаддама мин занбихи». Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: тот, кто заполнил этот месяц Рамазан постом, благими деяниями, он работал над собой, изменял свое сердце, свою душу, свои деяния в лучшую сторону, он изменился посредством этих добрых деяний. И эти деяния, они были приняты перед Всевышним. Гуфира лаху. Этому человеку простятся по воле Всевышнего Аллаха Та'аля, иншаллах, его грехи и прегрешения, которые были сделаны до этого. Пусть Аллах Та'аля удостоит каждого из нас провести этот месяц Рамазан в благих деяниях, в благих поступках, в приближении ко Всевышнему Аллаху Та'аля, ведь каждое доброе деяние нас приближает к Аллаху Та'аля. И если мы делаем шаг навстречу ко Всевышнему Аллаху Та'аля, то Аллах Та'аля к нам навстречу идет. Если мы идем, то Аллах Та'аля навстречу бежит. Поэтому не упустите эту уникальную возможность приблизиться к довольствию Аллаха Та'аля и стать счастливыми в обоих мирах. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.